В руках фотографии из семейного архива, а рядом близкие и родные люди, которые всегда окружат заботой и теплом. Так сегодня празднует свой день рождения известный абхазский историк Мира Хаталашвили Гиналыпа. На фотографиях она с зарубежными учеными, известными писателями и с оперными певцами. Но самые дорогие сердцу снимки с родными людьми, с внуками, детьми и, конечно, с супругом Шалвой Денисовичем Гиналыпа. Это с внуками, голландский ученый. Это вещь такая ученая. Круглосуточно работать над своими трудами, искать и находить уникальное, сохранять, писать и творить свою жизнь, как ее супруг Шалва Денисович, Мира Константиновна посвятила истории Абхазии. Она является автором более 50 научных работ, книг по истории Абхазии, среди которых материалы по археологии и искусству, культуре и этнографии абхазов. Но самая любимая работа посвящена византийскому храму в селе Дранда. Труд был опубликован в российском издании Академии наук, в одном из старейших академических журналов гуманитарного профиля, посвященных Византии, «Византийский временник». Уточнила даты до Дранского храма. Это моя любимая работа, мой небольшой труд. Мира Константиновна – одна из тех женщин, о которых говорят сильная духом, ведь на ее хрупкие плечи легло немало жизненных невзгод и горя. Потеря сына, талантливого ученого физика Адгура Иналыпа, а потом и супруга, выдающегося абхазского историка Шалвы Иналыпа, которому она дала слово, что продолжит работать над его материалами, и обещание свое сдержала. Только вот этот долг подготовить и издать какие-то работы Шалвы Денисовича и уже довести до конца какие-то свои работы, вот это ее держало. И до сих пор у нее какие-то еще остались планы, которые она понимает, что уже не может реализовать, но вот все-таки вот думает об этом постоянно. В работе над научными публикациями и книгами Миру Константиновну всегда поддерживали родные люди. Ее невестка, супруга сына Адгура Иналыпа, который погиб, защищая родину, народная артистка Республики Абхазия Марина Шамба, всегда рядом. Она рассказывает, что девиз Миры Константиновны – относиться к своей работе ответственно и скрупулезно, а еще не упускать ни малейшей детали. Я даже помню слова моего свекра, когда он говорил: ты закончила свою работу? Она говорит: нет, еще не закончила. Но у тебя продолжается, тебе все не хватает, нужно закончить. Уже она законченная, уже можно издать ее. Но она всегда искала что-то больше, что-то такое уникальное, чтобы вот раскрыть. И такой преданной женщине, своему мужу, своим трудам Абхазии я второй не видела. А еще девиз Миры Константиновны – учиться никогда не поздно, ведь компьютер она освоила в 80 лет. Я освоила компьютер в 80 лет. Это, конечно, очень солидная цифра. И уже другие, может быть, и уже, правда, сидят тихо, и не видно, не слышно. Когда мы не успевали ей помогать, она сказала: все, хватит, научите меня печатать на компьютере, работать с компьютером. И в 80 лет, на самом деле, она освоила. И всегда потом говорила, вот надо молодым говорить, что никогда не поздно учиться. Если я 80 лет освоила, и она потом сидела часами и ночами, и очень много набирала и отцовские работы, и свои работы, и так далее. Ну, конечно, когда она увидела изданной свою книгу для чтения по истории Абхазии, сначала на абхазском языке, потом на русском, она была очень рада, потому что она действительно старалась написать очень нашу сложную абхазскую историю простым, доступным языком, красочно, с какими-то интересными, яркими примерами, для того, чтобы дети легко читали и увлекались историей, студенты. Да, в принципе, это мне кажется, книга всем может быть интересна. Потом уже вот такие серьезные ее статьи в сборнике опубликовали.
Мира Хаталашвили Иналыпа – заслуженный работник культуры Республики Абхазия, кавалер ордена Ахзапша третьей степени, ветеран труда, почетный доктор Академии наук Республики, участница многочисленных международных симпозиумов и научных конференций. Она мать и счастливая бабушка. Сегодня Мире Хаталашвили исполняется 95 лет. Мы поздравляем Миру Константиновну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.